Алдан проехал. Ну, это мы пустыми двигаемся, в общем, в сторону Владивостока. Морозно там было, аж до Риги доехал. В общем, там что-то 34-35, может, было. 3 минуты. С таким нормальным. Ну, типа, это выглядит как этот. Ну, типа, он переделал полуприцеп под самосвал. Ну, так работает. К горе Белой подъезжаем. Что тут рассказать? 49 по ходу движения от Якутска было вечером. Ну и так вот везде 46-45. Пока вот от Томота прям нормально. Томот спустился еще там 38. По-моему, самое тепло было. А так на подходах там уже 42. А вот сейчас Алдан проехал 22 здесь. Ну вот от Томота идете на подъем все время в Алдан, и все время теплее, теплее, теплее. Отлично. Уже и машина себя по-другому ведет. Мягенькая такая стала. Ничего не тарахтит. То у меня аж парбриз скрипел, как пенопласт об пенопласт. Но зад пустой же едешь, она такая пожестче. Зад на стыках поддает, весь парбриз хрустит. Так, я рановато, конечно, включился. Ну, вот эти. Ну, белая сама, по-моему, не это, а вот с этой стороны. Ну, чутка якутская природа. Сейчас наверх заедем. Я что-то рано, как обычно. Сейчас хочу до Нерингри доехать. Главное не забыть, а то я там ехал в Якутск, оставил вещи постирать. И надо мимо не пронестись уже. Вот он поворот. Туда ехал. Кто-то прямо тут унесся. Снес там все заборы. А так, в принципе, тут и красиво. Но солнце еще, сколько получается, 9 утра. Ну, встает. Ну, стоит, видите, снежок сыпет или что-то такое. Не пробивается. А так тут, видите, нарядный лес радует глаз. И вот из-под моста крутой поворот. Ну, белая, ну, гора белая. Ну, не знаю, кто местный, какая из них тут белая, по-моему. Слева вот за вот этой, ее не видно. А может справа вот эта, которая, ну, она маленькая такая, аккуратная такая. Ну, как пирамида выглядит. Ну, я имею в виду отдельно стоящая такая. Тут тоже, видите, сильно не погазуешь на пустой машине. Ну, в поворот тоже буксануть может же подсложить. А, у меня вот буксует она. Ну, потому что ленивец опущенный. Я еду все-таки по кривой дороге с ленивцем поплавнее едет. А, ну вот это вот. Прямо кто-то попер. Видите, как заборы снесли. Ну, прям хорошо зашел. Как ехал оттуда, и поворот, видите, сразу, а тут такая хороший асфальт, катишь, небольшие извилистые повороты, тут вылетаешь и все. А поворот надо тут, наверное, ну 40 заходить там в него. Оказалось
что машина не поворачивает. В общем, гора белая, все вокруг белым-бело. Не знаю, с какой стороны тут белая. Тут они так прямо ярко выраженно торчат над всем общим рельефом. Выглядит красиво. Ладно, в общем, впереди нас Тит. Будем позаезжать. На пустой машине тоже может всякое случиться. Все, едем дальше. Это сегодня у нас это 31 или февраль, 31 января. Путь назад. Да, солнце уже поднялось, но выглядит как рассвет. Все за облаками. Опа. Да что тут скажешь, да? Едем дальше. Чутка большого Немнера. Ну что-то в Немнере холодно. 38. Только что вот, ну сколько километров. Ну совсем недалеко. 22 было. Тут у них, в общем, своя атмосфера. Видно, дальше везде снег в сторону Тита, потому что только что солнечно было. Тут такая дымка стоит. Как-то облака ярко выражено нету, но дальше как-то все серое. Большой Немнер, река одноименная. Видите, скрип появился после морозов этих. Такой вот, как пенопластовый, в районе парбриза. Ну, тут 40 минус. То есть, считайте, 18 градусов перепад. Ладно, едем дальше, в общем. Это так. Тоже неплохой вид. Такой в снежном мраке солнце пробивается. Вот это Тита где-то 60 километров. Ну тут асфальт вообще новый. Отличный. Там чуть подальше, конечно, пойдет, ну, с прогонами этими, с неровностями. Инопланетяне на связь выходят. Наверное.
Впереди машина просто идет, еще поднимает снежок. Ну, тут сразу вот, это буквально Большой Немнер, минус 40, тут минус 25 сейчас было. Сейчас 26, вот низину спускаемся. Проехал я километров 5, наверное. Такие перепады, в общем, нормальные. В машине ты сидишь, перепадов нет, у меня 23 градуса стоит. А это вот на мотоцикле поехать, может и лицо потрескаться от таких перепадов. Должно распогодиться, по идее это не облака, это просто может ветер как-то поднял снег. Хотя ветра нет по большому счету на улице. Едем дальше. Все, в общем, погнали дальше. Сюрприз. Едете себе посреди дороги погрузчик. Это я решил заснять. Тут все равно красиво как-то. Все деревья мощно покрыты снегом. Тут катается. Только приехал, эту обочину так чистят. Красотища. Мороз и солнце. День чудесный. 25 мороза. 10-15 утра по местному. 31 января. Катим пустыми. Получается на Владивосток предварительно. Да не поеду, там надо на сервис уже. И ТОшка. Я уже как с дома выехал. 37 наездил. Как раз вот доеду, будет 40, я в районе 40 и меняю масло. Сейчас там буду в районе Невера, надо набрать, там записаться. Да, ошибку по АБС пусть сбросят, она скорее всего неактивная, ее надо убрать. И все, короче, дела поделаем, и как новенькие опять в рейс на Магадан куда-нибудь. Ну нету туда как-то рейсов, слабо. Можно поехать будет, конечно. Ну чисто отметиться, машину подушатать. Но надо ехать где-то, ну, к концу февраля, вот так вот. Морозы, ну, уже вряд ли будут такие по 60 градусов. Ну, посмотрим. Желание есть, хотя бы раз надо съездить. А как раз вот зима, через Алдан там по льду еще. Ну, чтобы успеть там без парома. Хотя можно и летом просто пыль столбом, там камни, скальник, а зимой нормально. Там как бы со снегом скальник не так уж жестко для резины. Ну, это, короче, планы. Бесплатно-то не поедем, лишь бы ехать. Ну, наверное, в том году вот не получилось договориться. Что-то обсуждали, договор даже. Все готово там. И что-то заказчик, ну именно владелец груза, что-то там рядился туда-сюда. Вот как-то ему надо было все засунуть. Ну, в общем, у него такое, грубо говоря, груза на 1,5 машины. И он там не знал, как это все скомпоновать. Потому что они в итоге кого-то, одного перевозчика нашли, который все забрал там с каким-нибудь еще. В общем-то, детали. Факт в том, что я никуда не поехал. Ладно, в общем, впереди опять у нас Тит. Я все думал, до Тита снимать нечего, а тут все время есть чего.
А, Васильевка, это мы подъезжаем. Сейчас Васильевка будем снимать. Ну, во времена ГУЛАГа здесь же был лагерь или... Ну, можно посмотреть в интернете, как там чего. Ну, здание прямо, ну, в лесу, на камеру, наверное, не... Ну, сейчас мы подъедем поближе, видно, из камня сложенное, с этой стороны бараки разрушенные. И вот там вот в горах добывали уран. Ручей Васильевка. Вот остатки здания видно. Вот что-то было. Там вот бараки вот в лесу. Ну, летом получше видно вот такое с дерева. Тут их несколько вот оснований видно. Там что-то какие-то заборы. И, ну и как главное здание, вот оно. Ну, видно, вот видите. В лесу трехэтажка даже. Из камня сложенная. Тут такой инопланетный пейзаж, конечно. Все деревья полностью в снегу. Тут кедровый сванник лежит, засыпанный. Ну так, тормознулся машину посмотреть. Тут 3 полосы. Короче, все в порядке, колеса на месте. А так, да. Красиво. Ладно, в общем, едем дальше. Не, надо тут поснимать. Все-таки необычный видон такой. Чутка по дорожке прокатимся здесь. -23 мороз, вообще красота. Тральщиком. Опа. По волнам пустая. Не так подбрасывает, помягче идет. Ну или волны такие. Надо. Такие поля снежные, нетронутые, даже ни одного следа нету. Так, что у меня тут по цифрам? 4000 от Иркутска накатал. Ну, сейчас расход падает, я ж пустой иду. 43,9 уже стал. Ну, общий 46,6, по-моему, был в Якутске. Ну, со всеми это просто нарастающим итогом, как бы. А так у меня вот 33,3 за последние 160 577 километров. А это из дома я выехал. 36,8. Ну, это все в кучу. С дома 37. Ну, я 25 ноября уехал, получается. 2 месяца уже катаюсь. Так как бы и не сильно накатал. Ну, новогодние праздники, считайте, там с 30 до 8 стояли. Гастролировали там с Валентином. Ну, у нас машина на прокат была, мы туда-сюда там
и Зеленый угол, и по Владивостоку, и по кафешкам, да. В общем, развлекались как могли. Ну, там рейсов вообще не было. Там выставляли именно в празднике, видно, для страждущих, то есть срочно хочет уехать. Как бы не особо цена была. Ну, а я в засаде сидел, мне надо было на Читу. Ну, потом в итоге вот я 8-го, по-моему, загрузился, на Читу поехал. Чтобы с Забайкальска там оборудование забрать. Вот. Потом с Находки на Иркутск, с Иркутска на Якутск и едем во Владивосток. А так я с дома вообще выехал. Получается, у меня такой маршрут: Краснодар, Новосибирск, Якутск. С Якутска я вернулся в Владивосток, то есть поехал во Владивосток, с Владивостока поехал в Иркутск. С Иркутска поехал на Благовещенск с картофаном. Потом вот приехал с Благовещенска уже на Новый год, постоял. И 8-го поехал на Читу, с Читы в Забайкальск. С Забайкальска обратно в Находку вернулся. И сразу же на следующий день смотрю новогодний тариф на Иркутск. Опять я на Иркутск поехал. И с Иркутска вот загрузился на Якутск. И вот это все 37 вышло. И вот сейчас еду. Короче, спалил солярки 13 тонн 600 литров. Это как из дома выехал. Ну и РФ там что-то съел, наверное, тонну, наверное, точно. Ну, 1000 литров, кубик. По-моему, больше. Не знаю, в принципе, в основном все в режиме было. Только с Забайкальска я ехал с оборудованием. Там ничего не надо было морозить или теплить. В общем, такие дела. Ладно, в общем, ждем Тита. Как там будет на Титу. Все, подходим. Сейчас тут повороты, пошел подъем на Тита. Одни мотоблока стоят. Сейчас надо ленивец поднимать сразу. На механике 9. Ну тут пока еще не сильно подъем, там самое впереди будет. Разогнаться побольше. Ну, проблем-то не должно быть никаких, это я так просто снимаю. С этой стороны в основном все пустые. Че, раскочегарился, в принципе, снег если не идет, то проблем нет. По двое, что-то тоже. Основной подъем начинается. Поехали. Ну хорошо, отгрейдировано. Тут, кстати, гравийка. Асфальта нет на Титу. Тут дорожники отвисают иногда, я так понял. Ну, у них тут гараж. И он короткий подъем, в принципе, спуск больше с той стороны. На спуск идешь, смотри, аккуратно, внизу машинка висела, чтобы встречек не было, там туман внизу. О, видите, внизу туман, машины висят. Ну вот сама гора Эвота, вот
Вот это, наверное, рядом 1360 метров. А тут чуть в стороне, вот мы ее пересекаем. Поехали уже тогда на спуск тоже. Тут спуск тоже такой. Пустая машина, горняк, как, я не знаю, ну, не справляется вообще, несет ее как. Тут заметает, переметает. Стоянка тут почищенная. Это Неренгринский район как раз начинается наверху здесь. И тут вообще нереально. Везде снег метет. Оттуда, наверное, постоянно вот в этой котловине. Ну вот здесь до лета. Ну, короче, даже в августе там снег частично остается. Так, никто там не поднимается, чтобы ему не помешать. Ну, там далеко есть, чтобы я прошел. Потому что тут по встречке четко надо заходить. Тут даже придержать. Ну, посыпано, прямо конкретизировано. Видите, даже уже набили эту в подъем гребенку даже набили. О, Ситрак. Ситрак штурмует. Что-то тяжело он как-то едет. Ну, номера якутские. Тут все знают, как тут ездить. Ага, проскальзывает, да? Ну да, нагрузки-то нет на ось. Ну, по щебеночке еще. Ну, чтобы не раскатываться, потому что тут как бы уклон нормальный. Написано 10%, но почему-то все через одного тут не могут заехать. Какая-то геомагнитная аномалия. Там вот ретрансляторы наверху. Веб идет тоже. Он даже проскальзывает тоже. Ну, нет зацепа, в общем. А вот сейчас есть, а вот сейчас нет, а вот сейчас есть. А, он, получается, не висит, а пошел стартовать. На попытку. Ну все, скатились с Титан. Тут вот, если что, можно развернуться задом, сдать и уехать там. Ну, раньше можно было, да, разогнаться, ну, как бы оттуда. Ну, потому что отсюда разгон не возьмешь. Мы тогда с Максом тоже вот здесь вот стояли, уехали там на стоянке на Меркугу, развернулись. И 88 раскочегарили. Я, честно говоря, ну, Макс рулил. И заскочили тогда, после 5 попыток, в общем. А я что-то так у меня не получалось разогнать, не знаю, вроде газ в пол, все то же самое нажимаешь. Ну, короче, Макс-то профи. Газ в палас, и все, и горняк, и все. Ну, это кто не знает, я ездил раньше напарником, Макс 48 ТВ, у него тоже свой YouTube канал есть. Он сейчас вот свою машину вот сейчас недавно взял, Реношку Магнум. Ну, сюда, наверное, не поедет. Ну, как, если можно ее подшаманить, можно летом, может, сгонять. Ну, он со шторой. Я ему говорил, бери 110 кубов, тогда с Владивостока хорошие цены на кубатурнике. Он все равно, ну, особо по бюджету. Нашел там штору какую-то. Ну, стандартную, 13 метров. Так, ну ладно, в общем.
штурм Тита прошлогодний есть, как мы штурмовали, да, там. Ну, я четко снимал, но я в таком формате, у меня тогда никого не было, ну, там просмотров так себе. Когда мы тут 5 раз не могли заехать никак просто. Ну, у меня ленивец был не прошит на машине. То есть идешь с ленивцем, но он как бы дает сопротивление. Это сейчас я его там поднял и все. А сейчас надо опустить его, потому что так помягче едет. Ну, по этим кочеврягам, по всяким. Так, ну сейчас в Хатыми надо будет заехать, что-нибудь позавтракать, потому что я, получается, на Риге проснулся, это я уже еду безостановочно сколько. Мандаринку съел. И погнал. Это было до Томота еще 100 километров, короче, я уже больше 200 проехал. Все, ладно, давайте, всем удачи на дорогах. Тоже чутка красивых мест. Тут вообще такие деревца маленькие. Кажется, как на самолете вроде летишь, но в масштабе таком, как игрушечное все. Ну тут такая ручей раздольный. Тут он на снегоходе зажигал. Всей целине. Вот раньше старая дорога была. Такая вот ширина, видите. Деревянные мостики. Вот. Осталось даже частично. Ну это давненько она была, эта дорога. Наверное, в 80-х еще. Потому что это в 90-х уже здесь ездили. А в 80-х, конечно, там и когда на Невер едешь, там и мостов не было, кое-где вот так вот вброд проезжали. Ну, мелкие ручьи. Ну, в одном месте уж точно я с батей как-то в детстве еще ездил. Здесь все время там стояли в лесу. Стоянка, типа брод этот. Место уже точно не скажу, но было. А это уже получается скоро Чульман. Не, сначала будет Чульмаканская петля. Там тоже кусочек гравийки, в общем. Что-то ее в асфальт как-то и не собираются. Ну и как и вот Малый Дурай, то же самое. Везде асфальт, а там заборчики эти смонтировали, как бы все, вроде законченная дорога, но и уже и уехали оттуда все, кто мог бы там асфальт постелить. Тут даже рядом, ну, работ не ведется никаких. Туда к Риге АБЗ переехала, там они сейчас в основном движение делают. Попрохладнее, чем в Алдане, 29 сейчас. Ну и уже время, получается, час дня местного. В общем, не знаю, хотел показать, а что показал, непонятно. Ну там вот то место симпатично выглядит. Вот он, Чульмакан, и петля, вот дорога пошла, раз, раз, и туда, вон наверх. Как буква Z. Видите, налить по Чульмакану идет. 32 здесь в низинке минуса, хотя так в окно смотришь, не скажешь, морозец такой. Ветра нет, солнце палит. Ну, там сам подъем, наверное, не буду снимать, может там сверху. Как бы ничего такого, он гравийка начинается кривая.
поскакали, слушаем параллельно всякие скрипы от машины. О, буксуем. Она же блестит, ножом полирнули. Ленивец поднялся, все, поехало. Ну, сверху вид сниму, если там будет видно что-то. До самых поворотов дошел. Ну, так относительно, в принципе, ровно еще. Тут видите, как посыпают, ну, гранитной крошкой такой по сантиметру размерами. Ага, подбуксовывает. Ну, тут как бы нормальный подъем, в принципе. Только на автомате не надо ехать, да и все. А я ж на автомате. Внизу. Сейчас это отсюда будет вид. Потому что там у меня так голова не поворачивается. Ну как на самолете. Вон дорожка внизу. Как приехали оттуда. Ну, по высоте нормально поднимаемся. Метров 300, наверное, 200 точно есть. Ну, это тут камера стоит, но это, скорее всего, вот мониторят они ситуацию. На подъеме. О, Скания принеслась сзади, что-то как реактивная. Ну, я-то еду, газ не давлю, а обычно все же газ-палас катаются. А я сейчас газ в пол паласа нажал. А она сразу переключилась. В общем, вот такие тут красоты. Тут уже какие-то разрезы там начали копать. Ну, особо. Вон внизу машина очень. Очень неудобно, у меня аж на голове кепка. А на кепке, на прищепке камера получается. Куда голова, туда камера. Аккумулятор никак не отойдет. Все синим полностью. Низкая температура пишет. В Якутске намерзся, так что до сих пор у него нет, ходняка нету. Не, ну в Приморье приедем, там вроде как после лютых приморских морозов. Я так смотрю, вроде нормальная там погода. Ну, минус есть, но такой что-то там в районе 10 градусов плюс-минус. Выкатываемся мы, и асфальт начинается. Тут прямо не посыпано ничего, так в поворот заходить. Ай. Ну и все. Траска даже сюда. Что-то тут их не видел. РФ Траска поехал. Так, Скане не буду мешать. Отвалю сейчас газу. Вот он. А там сюрприз. Что-то там. А у них занятия. Они чистят, получается, снег за железным этим забором. И тут тоже виды, видите, какие тут что-то добывают. Ну, уголь, скорее всего, здесь вот внизу Эрчимтхан, как раньше назывался угольный разрез. Тут и Наглинская шахта, ну и разрез тоже. Там, тут на Налды урочище, там еще дорогу построили, я так понял. Что-то там тоже раскопали. Ну и вот видон весь. Полетели как на самолете. Ну, деревья чутка мешают. Тут тоже побуксовать в межсезонье. Такой подъем затяжной. Крутоватый. Я даже здесь как-то лопатой сыпал. Ну, на трале, когда ездили.
оно. Это плохо вот так слышно. Тут в FM все разговаривают, а кто-то в AM. Ну, FM просто он как бы дальше. Фактически, ну, сигнал передает. Потом в горах здесь там киргизы. Тут у них движуха, вон киргизские номера. Ну, много ездят у них же земля, они же как земляки, торгуют. Эти подтянулись перевозки. Единственное, как бы, ну, каботаж вроде запрещен, ну, видно, прокатывают нормально все. Ну все, погнали, в общем. Выключаюсь. Тогда что тут уже интересного особо ничего. Удачи всем тогда. О, как раз получился кадр нормальный. Дорожники делают красиво. Вот это вот поворот сейчас Науды. Мы как-то возили туда буровую, ну такая она не тяжелая сильно, ну а дорога, вот сейчас смотрю, хорошая такая, накатанная, ну там написано ГОК сделали или что-то такое. В ту сторону, в принципе, дорога далеко идет, такая гравийка, а мы зимой ехали, ну может уже дело к весне. Короче, сюда ГОК какой-то. Сейчас видите, какая трасса, а то была тропа такая, ну шириной с машину. И мы эту буровую ехали, а уже вот этот наст начал валиться, и мы начали вот так проваливаться. В итоге потом буровую согнали, она натоптала пятак такой большой. За зад наш прицеп туда затащила. И, ну, чтобы мы развернулись, уехали. И дальше пошагала на гусеницах. Нас там помогла развернуть там лопатами туда-сюда, ну прям нормально. Тогда отвисли на воздухе. Ну да, к весне дело было точно, потому что тепло. Было там лопатой шуровали, там градусов 10, там солнце пригревает, тут вообще жара это считается. И тут тоже видите, там вот эта куча дыма впереди, это Чульманская ГРЭС, ну или ТЭЦ, как она там, ГРЭС, наверное. Хотя у нее водохранилища особо там нету. И тут внизу разрезы, там разрезы, короче, везде. Уголь самый, тут открывался разрез Нерюнгринский был. Когда вот и город Нерюнгри под него строился. Там был пласт мощный такой. Ну, добывали угля много. Тут коксующийся уголь. К9, вот эта марка, которая... Как у собаки, ну или К марки, какие-то цифры там, не знаю, вроде 9 тоже, как у собака, знаете, К9 есть служба в Америке, собаки эти служат, когда называют. Ну, с маркой, может, и ошибся. А сейчас разрез уже основной, он как бы свой ресурс там вырабатывает, там уже такая глубина закопали, что не дай бог. Ну и вот это, ну как здесь же везде уголь на разной глубине, разная толщина пластов там. И получается тут шахта есть и разрез, с этой стороны разрез. Тут вообще вот этот Эрчимтхан был, они там с Северной Кореи, по-моему, в долях там, я не знаю, корейцев я тут не видел, но что-то такое было. Весовые вот сюда ЖД, видите, затянули, раньше не было его. Ну, когда до 2010 года точно не было. Это вот и Наглинская. И Наглинский ГОК, или как-то. Прочитал название. Ну, в общем, везде уголь здесь. Коксующийся.
в основном марки. Но есть, наверное, там энергетические, они же там все. А самое большое в мире месторождение коксующихся углей тоже находится в Нерюнгринском районе, но отсюда дороги автомобильные, там, ну, зимник, наверное, какой-то есть, а в основном заезжали оттуда, со стороны Зеи, Зейского водохранилища, там, на Февральск, и как-то там по зимникам. И ЖД-ветку туда забросили. Ну, она в Нерюнгринском районе, но своя ветка от БАМа идет, от Стенды, по-моему, в ту сторону. Не знаю, на Транссиб она выходит, нет. Ну, короче, самое большое в мире эльгинское месторождение коксующихся углей. Ну, там, как бы, вахтой люди работают. Уже, наверное, там на какую-то мощность вышел проектную. Просто когда я тут был, тогда была там работа, связанная, ну, с этим. Там знакомые заезжали туда. Ну, вот эту сыпать насыпь, там, что-то там. Ну, короче, земляные работы. Участки брали. Говорит, тоже так прикольно было, когда зимой, ну, то есть с осени зимник стал, заехали в лес, городок поставили, все. А весна начинается, эти ж медведи попросыпались, голодные, там запах, мусор какой, чего. Говорит, с утра выйдешь, блин, на мусорке сидят. И маленькие, и большие, какие хочешь. Ну так, шумели, кто убегал, убегал. Таких уже, конечно, там, наверное, сильно наглых. Уже, наверное, ну, которые лезли. Ну, короче, на их территории эти проснулись, а у них тут стройка века какая-то идет. В общем, такие дела в Якутии. Тут вот аэропорт, вот это сразу, видите, вот вышечка торчит, взлетная полоса в эту сторону. Бывает, наверное, заход. Хотя, не знаю, по-моему, взлетают и садятся с той стороны. Ну, полоса здесь все типы самолетов. Хороший такой аэродром, в общем. Раньше был даже Нерюнгринский авиаотряд. В свое время, но свои самолеты Ту-154. Не, ну, как бы база здесь была. Наши летчики, которые здесь жили. Потом посокращали там все время это передачи. Там возить с Ростова там что-нибудь. Летчики в гостинице живут, там в аэропорту. Что-нибудь передать привозишь. Да. Это же как-то летел в этом. Ну, в самолете так посидел на откидной этой табуретке. До Барнаула. Тогда почему-то Барнаул. Сейчас через Новосиб они вроде летают. Тогда в Барнауле садились. Ну, до Барнаула, короче, на этой откидной табуретке. Ну, это 90-е годы тогда, как бы так. Нормально, типа, билетов нет, вот позвонили там. Да-да, приехали, сели в самолет, и все, потом что-то места какие-то освободились, видно, после Барнаула в салон пересадили. Ну, сейчас такое вообще, наверное, невозможно. Это какой, наверное, в 92-м, по-моему, году так мы летели. Что-то я затрындился, короче, Чульмаканская петля затянулась. Вот это углевозы тут гоняют, тема. Тут, честно говоря, вот сюда ехал, когда рано утром, ну, не снимал, получается. Гаишники стояли вот там, вот, где Наглинская. Потом вот здесь вот на аэропорт поднялся наверху, гаишники стояли. И еще одни гаишники стояли, там, где Денисовская шахта наверху. Я не знаю, они вот это... Ну, меня ничего не тормозили, но они, эти углевозы, все что-то проверяли там. Думаю, тут нормально. Тут гаишников по стране, по всей есть, здесь ни разу не увидишь. Ну, вот я вот за этот рейс вот с дома уехал 37 тысяч километров, да? По-моему,
помню. Где-то меня раз остановили, по-моему, где-то там Саратов, Самара, что-то такое. И все. А вот за вот этот весь пробег вообще просто. Да и то, может, это не в этот раз было. Ну, потому что РФ, как бы, чё, вопрос, они вечно выглядывают, там, мне габариты им интересно, вот этот уголь, наверное, что у них там то не накрыто, то что-нибудь там еще. Тьфу-тьфу-тьфу. Оно, что Новобурея, что это Слюдянка, посты, они как-то к РФам ровно. Тьфу-тьфу, еще раз. То сейчас как начнут меня тормозить на каждом углу. А, не, точно. Остановили ж меня вот здесь, в Чульмане. Когда я на Якутск выгрузился и назад пустыми ехали, там был этот КамАЗ у них. Сайгак КамАЗ, гаишный ДПС. Нас с Андрюхой же он тормознул и выписал мне за техосмотр штраф. Ну, у меня он кончился, получается. По идее, там как-то типа новая машина вроде не надо. Но я сделал. Ну, тогда, когда приехал, сразу все в кучу. А потом вроде кто-то говорит, до 3 лет не надо. А кто-то говорит, если на станции ты делаешь ТО, можно попросить у них. Ну, это же диагностическая карта просто нужна и все. Ну, короче, у меня кончилась в сентябре. Я что-то без всякой задней мысли езжу. Никто не спрашивает, да и все. Это вот Крутоспуск, аэропорт. Да, вот тут вот и выписал мне он, получается, 2000 за техосмотр, по-моему, 1000. Ну, сразу заплатишь. Она потом в Сбербанке появилась. Ну, он как на меня выписал, а не на контору, по-моему. Не знаю, как он там выписывал. У меня же на ООО машина оформлена. Ну, чтобы НДС зазря не пропадал. Потому что цена машины, что ты пришел, так купил, что с НДСом на НДС можно возместить потом. А так бы отдал столько же денег и ничего тебе в ответ. А так вот цепка, у ней 3 миллиона, сколько там, 3200 НДС, который пока у вас не кончится. Вы сами этот НДС не платите, а катаетесь с НДСом подороже. Ну, как бы в этом смысл. Понятно, что при продаже машины тоже НДС надо будет платить. Ну, там как бы сейчас, ну, оценщики оценивают. Типа, нельзя так, типа, взять, типа, да, я захотел за 1000 рублей, продал, из 1000 рублей НДС. За это вас накажут. Они примерно там, ну, год выпуска, туда-сюда. Остаточная стоимость там. Ну, если продавать, потом НДС надо будет заплатить тоже суммы. Ну, там есть, как говорится, поле для маневра. Через лизинг, если там вообще ускоренная амортизация, не знаю, там, по-моему, 3 года можно самортизировать. Ну, тогда остаточная будет у вас маленькая, но там экспертизу нормально сделать, да продать можно там, типа, за 3 там, миллиона, типа, что-нибудь такого, занизить ее самому себе. Так. Тут какая-то бугристая дорога. В общем, нормально, я что-то рассказывал, что уже в Чульман принеслись. Тут тоже раньше пост ГАИ был такой интересный. Ну, когда я ездил, вот эта будка их. Ну, и вы, получается, на подъем идете, да? И он останавливает вас в подъем. Типа, документы, вот что, куда. Тоже странное место вообще для поста ГАИ. Потом пока тронешься, пока раскатишься там в этот подъем, особенно с какой-нибудь большой там штукой едешь. Вот сюда вот тоже есть под поворот. И там тоже разрез есть. И тут вот получается вы едете, вот мост.
Видите, вот этот вот. А, это ЖД мост. Там дальше, значит, помельче мост тоже. И потом такой подъем там на гору Крутозаврский. Ну, на трале туда ездим. Кто-то на снегоходе погнал. Река Чульман. Чуть через Чульман можешь проехать под знак. А то как раз гаишников давно не видел, да? Там еще даже здание сохранилось, где я в садик ходил. Ну, меня когда привезли в 77-м году сюда. А в каком я там, ну, года, наверное, 3 мне, 4. Ну, какой-то садик, в общем, был такой, пятидневка. Тут же как бы сюда меня привозили. С понедельника по пятницу я был в садике. А жили тогда в этом, ну, в старом городе, как поселок Пионерный, там такой барак, в конце удобства и комнаты просто. Ну да, года 4, наверное, мне было в садик ходил. В Чульмане, в общем. Ну, это объездная, тут уж точно особо-то и нечего. Ладно, давайте, всем удачи на дорогах, будьте аккуратные. Серебряный Бор у нас по левую руку за вот этим густым лесом. А там наверху вот это здание чуть-чуть, это карьер гранитный. И там же взлетка. Стоянка, вон там. Тут вот Сакура стоянка тоже раньше была. Ну, сейчас взлетку поставили, она и наверху, как бы там потеплее стоять. Ну и там душ классный сделанный. Ну, новое все, чистенько. А это вот Серебряноборская ГРЭС здесь, ну, не видать. КамАЗ что-то приехал. Серебряный Бор поселок. Вон там дым идет, короче, только видно. Ну, водохранилище там, в принципе, и этот, ну, водосброс, где вода теплая. Там даже кто-то сазанчиков запустил, там ловятся гальяны эти. Местная рыба. Гальянов вообще ловили раньше, там банку 3-литровую с дыркой хлеба туда накидал, привязал возле берега. Они там табуном туда в эту банку залазили за хлебом. Сливаешь воду, они такие, ну как, не чистить ничего не надо, пожарил так в масле, как чипсы. И там мы так в лес ходили, когда сейчас, наверное, столько уже гальянов нету. Ой, чтобы в банку забегали табуном, а то стайки такие ходят вдоль берега. Вот эта дорога раньше была, что ее тут перерыли, закрыли, сейчас через птицефабрику. А раньше тут ездили. Что случилось, непонятно. Ну, в 2010 году. Может, то, что там, не знаю, поворот, подъем был, и решили так сделать. Короче, перерыли ее. Так, ну что, тут вообще прямо солнечно, аж машину припекает, жарко. 26 минус. Ну, может, наверх поднимемся, может, там потеплее будет. Ну, тут раньше, я же говорю, подход был. Вот город 75-го года, Нерюнгри. Просто посреди леса. Чульман был один, и все. Птица какая-то. Надеюсь, она улетела, куда-то стартанула перед машиной. В 75 году заехали, надо все это. Южно-Якутский территориально-производственный комплекс. Партия сказала, вперед. Все приехали в лес и давай фигачить. ГРЭС надо под разрез, пожалуйста. Так, это что у нас? Толпа какая-то. А, ну все, остановился. Получается, разрез основали, птицефабрику построили, там хлебозавод, там ГРЭС этот. Ну, бля, это же ничего не было вообще.
железную дорогу притащили, дорогу построились. Город целый, там 9-этажки, домостроительный комбинат был, панели выпускали, там все. Вот тут гранитный карьер, вот этот, под стройматериалы, там под все. Ну, короче, все в комплексе, что надо. Школы там, всю инфраструктуру. Тут вот с ГРЭС-трубы такие большого диаметра в город уходят и возвращаются. Тут даже еще, говорили, вода обратно, которая возвращается на ГРЭС уже после того, как весь город прошел, там 80 градусов в плюсе было. Кочегарили так же. У нас все время это, знаете, зима, мороз, форточки открыты, потому что дома жарище. Ну, тогда ж не было этих современных всяких регуляторов. Только кот на батарее, не знаю, как он там выживал, там какой-нибудь, ну, батареи даже накрывались этим пледом или чем-нибудь, ну, чтобы они не так отдавали. Кот залезет между подоконником этой батареи, я не знаю, да, и лежит. Там вообще 100 градусов нагретый. Ну, у меня кошка, то есть, была. Ну, это уже потом, уже когда в панельный дом переехали. Мы сначала в старом городе жили в бараке, потом на Чурапчу, там двухэтажные дома деревянные напротив 15-й школы. Вот там, кто знает, если мостик есть через балку, вот прямо, если к мостику идти с Чурапчи, по правую руку, 3-й дом от дороги. А потом уже на Карла Маркса, вот где церковь там стоит в Нерингре, на Карла Маркса переехали. Уже дали в таком доме нормальном, ну, 5-этажка. Тогда же жилье как дали жилье, не надо было ничего. Тут как бы хотел заработать, он едьте на север. Никаких кидняков, все были нужны. Батя он там в колонии работал, когда приехал. Ну, с Невера все возили. Это Яус-1 на 504-м МАЗе. Все снабжение гоняло. А у них как раз они работали, сдельщина была. Ну, тут не знаю, насколько это редкость или нет. Ну, сдельная оплата. Там месяц надо было 3 рейса съездить, там, чтобы кучу денег получить. Ну, тогда дорога, конечно, была соответствующая. Ну да, когда он приехал один, еще без мамы сюда, это... Такой, он говорит, первый раз здесь увидел, как раз 504-е МАЗы стояли. Ряд целый, нулячих. Ну, что, взяли на работу. Он что, с отдела главного конструктора КамАЗа был водителем-испытателем. И все, говорит, ну пока жилья нету. И вот он 2 месяца в кабине, а колонна, которая была на сдельщине, он говорит, а мне что делать? Я ходari мочу и мочу, там как насчитали зарплату, говорит, так нельзя. В советское время много зарабатывать, там что-то там больше 2000 получалось, ну как вот у них по схеме. Это еще без надбавок, без всяких там. Так, а как мне стать, чтобы это ручник не ставить? Тут как-то укатывается машина. Или, в принципе, недалеко она укатывается. Вот так, наверное. Ну, я стал криво, как обычно. Плюс-минус 3 километра. Короче, вот здесь душ за Вольвой. Караоке-бар прямо. За ним вот это, ну, офис конторы. Ну, который это построил местный предприниматель, это все. У него там офис. И вот там вот кафе, столовая. Ну, что-то как-то народу туда не ходит. Не знаю, они ориентированы больше, наверное, чтобы с города. Видите, в этом году катка нету. Морозы все-таки. Он в том году здесь был каток залитый. Ледяная горка. Макс еще катался по ней тогда. Мы приехали. Но все равно, как летом тут движниковое место. Приезжают семьями. Какие-то тематические у них тут кулинарные вечера. Я помню, ну, когда Инстаграм еще был. Там вечно выкладывают какие-то программы. Там, не знаю, может уже, конечно, перегорели. Они уже с этим движняком. Обратной реакции, ну, наверное, нету. Город далековато. Ну, вот так вот. Здесь кафе «Взлетка». Отличный душ, здесь горячая вода. Все чисто, красиво. Стирают. Ну, единственное, что сушилка у них поломалась. Из-за этого я и оставил одежду назад. Говорю, буду ехать, заберу. Все, короче, прибыл здесь. Сейчас пойду шмотки забирать. Такое состояние непонятное. Вроде и мало поспал, но и неохота по ночи ехать.
Может выскочить до Тынды еще. Ну, в общем, решу уже там попозже. Все, ладно, удачи всем. Так, ну вот. Граница. Покидаем. Как говорится, Уруэйхаус, Саха-Республика Тын. Поехали мы. Новый знак, да, кстати, здесь появился. И вот Амурская область заезжаем. Погнали, в общем, на Якутск скатались и дальше едем пустыми на Владик. Еще тут пару дней, какой даже больше, наверное, ехать. Короче, 3200 примерно расстояние. Ну, там есть грузы всякие, но цен нет. Потому мы катимся пустыми. Ладно, всем удачи на дорогах. Будет это завершающее видео из всего видео. Все, удачи. Так, ну тут общий сбор, короче. Подъем перед... Знаешь, Володя? Да, слушаю. А, так тут целая толпа на подъем, видишь, Вась, так что стоим, смотрим, да, куда лезть. Там пошли, видишь, здесь вообще все нормально, усыпано, блядь. Одиночки прошли волки. Короче, собрались все, кто-то буксанул, по рации непонятно, можно ехать, нельзя ехать. Это вот подъем, получается, ну, на ремонте перед Соловьевском. Он такой, конечно, наполированный был. А что этот поехал? Лёк, ну ты бы, блядь, жопу спрятал хоть маленько. А, он ехал и... А Короче... цепи одевает. Блядь, цепи одевать, но выловился бы куда-нибудь, ёбаный в рот, а то встал, хуй поймешь как. Ну и пошел непереводимый. Ну, в общем, кто-то одевает цепи и узкий проезд. И получается, всем обломал разгон. Василий, ну чё, там видишь узкое место какое-то. Поедешь пробовать? Они там цепи одевают. Сейчас там вот этот, видишь, кто-то стоит, узкое место, вот на аварийке цепи одевает. Надо, чтобы разъехали, чтобы не подвиснуть там. Ну давай тогда ждем, да, перекур. Здесь еще одна машина объезжает. Все, он выровнялся, давайте пробуйте, ребят. Очень хороший, берите, парни. Не знаю, там вроде как посыпано все было. Ну там вот именно как раз вот этот выезд вы поворачиваете и, ну как зигзаг такой. Получается, с этой дороги на вот ту основную, типа. Такой, еще и со взлобком. Сейчас поедем штурмовать. Короче, все понеслись. Все, ты погнал, да? Да, сейчас попробуем, что нет, так все-таки намерим. Ну что, он трал, хотя бы пусть подальше от тебя убежит. Там место, видишь, какое-то узкое, что это, потихоньку парни проходили. Так, а мне надо, по крайней мере, ленивец поднять. Механику включить. Отдохнуть я не хочу. Я сейчас тут могу зависнуть. Что мне, наверное, все-таки не стоит. Я подожду, пока проедут все. Трал там, видишь. Что там, нормальный проезд или?
Ладно, сейчас подожду, ладно, уже встречка идет. Тут я на ровной, в принципе. Все равно разгон как таковой не нужен. Так а там что, в повороте еще кто-то висит, да? Косится вообще нормально. Там не в повороте, после поворота висит. Так еще не стоит у меня, я хотел постоять так просто. Чтоб никуда не катилась. Ну сейчас проедет Вольво, да поеду, что еще делать? Там если спокойно идти, без рысачества, и обочина одной стороной держаться, на блокировке подымешься спокойно, и лететь там не надо. Лететь начинаешь, там на повороте разворачивает, еще хуже буксует. Попробуем. Ну, тем более, я говорю, летят там на повороте на этом, начинает складывать, и все, и потом присыхают там. Ну да, я так вроде тоже ничего такого. Там, блин, ну так же, камни всякие. Ну, видишь, насрали, ты бы хоть свет выключил, Если он, конечно, сейчас это... Кто-то зависнет, конечно, там куда-то там в щель какую-то надо. Так, а что я там рефом об них не это? Как-то тоже, да. Набросали всего. Ну тут узко. Так, вот эти сообщения вообще не в тему. Не знаю, может... Ага, есть, что-то подбуксовывает. Ну, камней как летом, в принципе. Ну да, как-то тут, видать, залезали все так, что не дай бог. Ага. Не, ну в натяжечку идет, она пробуксовывает что-то. Странное место, короче. Вот же камни. Прям по камням вышлифовывает. Ну, по-моему, я и не заеду, получается, да? Судя по всему. Там коллега тоже поднялся, нет еще. Машины пройдут, я на свою полосу перестроюсь и все. Крепче пойдешь подыматься. Подожди, она пройдет. Я перестроюсь буквально. Да, пустая по камням. Надо, чтобы подхватило. Да, давай. Если что, вот сюда задом, наверное. А тут как-то посыпкой что-то проблема, по-моему. Прикинь, стал. Заполировали все. Так, я если что встал тут в подъемчике.
воздух сразу куда-то съебался. Ой, извиняюсь за выражение. Ого. А что это у меня куда-то воздух побежал весь? Да, заполировали. Так, мужики, не поднимайтесь, подвисаю. А, понял, вот этот кран еще сдувается у меня, да? Блин, скользко, скользко, однако. Еще никуда б не заехать. Так. Кран как-то на холоде, кстати, он у меня прихватил вот здесь за кабиной, который. Главное, не слышно, чтобы что-то шумело. Вот еще напасть в таком месте. Он еще в Якутске как бы, а потом перестал как бы шипеть, а сейчас что-то. Что там, ребят, подняться не можете? Что там, обойти нельзя никак? Надо вот прицеп, наверное, вот сюда завернуть. Сейчас попробую, короче. Я пошел, конечно, не по той траектории, если гонца надо было перескочить. Блин, еще с воздухом с этим, блин. Так, подождите, пока я сейчас на подъем стою. Тут вроде бы нормально. Вот тут может зацепиться. Ну ничего, пройдет. Я в габарите практически пошел. Да, на подъеме никто не висит дальше на поворотах. Кстати, свет увижу там, блин. Висит, пока потихоньку выползаю. Ну все, в принципе, вышел, можете ехать. Только там смотрите, как идете, посыпано. Лучше по правой стороне. А то я влево сунулся, а там вообще зашлифовали все. Ну да, я, получается, шел там, ну, как, типа, по встречке на спуске больше камней, я по встречке как бы и шел.
И тут надо было резко просто перестроиться на нашу. Так, воздух, да? Не шипел. Я думал, от мороза его прихватило. Ну, короче. А сейчас, получается, я тормоз нажал и на тормозе начал скатываться. И он весь свалил. Так-то он, в принципе, держится. Но большой расход в связи с тем, что кран, что-то там клапан, видать, подмерз. Ну, все равно на Volvo заезжать. Так-то что, я по дороге еду, я, считай, тормозами-то и не пользуюсь. А тут, видите, хоп, нажал надолго и все. В принципе, едет. Я вон споты включил еще. Ну, не знаю, вот такой поверхности они, по идее, помогают. Чутка, короче, с траекторией ошибся. Давай, дружище, сверху пока чисто. Переключаться, может быть, не надо было. Это... Ну ладно, в общем, выехал. Небольшое приключение на ровном месте. Вот он пидорный, буквально, вот как я стою, от меня метров, блядь, 30, в злобок ебучий, блядь, вот набуксованы ямы, блядь. Вот по встречке только еще можно, блядь, но мне чуть-чуть не хватало вытянуться нам. Так, мужики, я уехал, никто не висит, ничего, пробуйте. Только идите по своей стороне, там посыпка, она именно в самом крутом месте. Что, блядь? У нас вон машина стоит, нахуй, приеду, иду. В Невере. Ну, приняли, по своей стороне идите, там лучше. Груз нихуя путем не давит, не знаю, но попробую. Хули вообще ничего не посыпано, вот и есть тут вот как бы выбитое около обочины, тут как бы подсыпано. Вот мне буквально, блядь, там не хватает чуть-чуть выскочить. Вот этот злобок, да? Да, вот этот злобок пидорный, нахуй. Ребят, сверху спускайтесь, смотрите, за габариты в подъем идет. Ничего, разойдемся. Лишь бы выскочить. Тут маленькая идет. Едь по своей стороне, там именно на самом повороте, в злобке, потому что там есть щебень, а там заполировали все посередине. Ничего, я, дружище, вышел, нормально, даже не прохватил. Ну, следующий поднимайся, я поднялся. Так, он спот и все.